Музыкальные предприятия. Хотел сказать, у нас более 80 музыкальных народных инструментов. Ну, под музыку надо пить чай, есть Да, лёд, да, совершенно верно. поднимать Слушайте, пейте чай, кушайте. Ахсан дахсан, элегабал. Сит медесит чувашызым бихирзем урла бурдаган. Водазер асисисин киризенде. Уладу айлы зенде бурынным мон азатизембе азан немерзен. Угур, сабар, болгар. Чыбаш ятпа жывалса духны. Көк несілімірзен сасы. Каныш пас. Мана. Хорошо, я даже поаплодирую. В детстве, когда я был еще маленький, выходили чуть-чуть я подрос, мне мама говорит: Витя, ну что ты как по улице просто так болтаешься, иди как работай. И я пошел в пастухи. Ну, это вот круглый из 6 делается? Это из 4. 4? Да. Ну, бывает и 6, бывает из 19. Можно из 80. Но у нас в стаде появился один такой козел, непослушный козел. Откуда-то его хозяева купили на каком-то базаре и продали, наверное, за то, что он такой непослушный был. Ну, убегал, этот козел вечно убегал. И мы вдвоем с другом решили его перевоспитать. Я смастерил вот такой инструмент, тудуть-тють-тють. Когда стадо днем отдыхал, мы этого козла вызвали, привязали веревкой к дереву, и где-то около его уха я ему дал такой индивидуальный концерт на минут 15-20.
как не убегает. Она бараном действует. А может, На всех действует. а может разогнать надо там Может, поставить? после этого гудка студентам как раз повысят стипендию. Спрашивали вас сегодня. Ну, этот инструмент у меня спрашивали и в садике, когда я был. Распространенный. Авторитетный. В руках умелого чуваша и глина, и камыш. Все пело, играло. Вот один из таких старинных инструментов. Это тоже шахлидя. Вот тебе маленький чемоданчик. Полнай. Но самым излюбленным делается. это из камыша, из бамбука. Но самым излюбленным у чувашей был с давних времен шобар. Это вроде волынки. Это разновидность волынки. Этот инструмент распространен у всех народов, но он у чувашей знаменит тем, что он двуголосный. Вот. Когда и давали имя младенцу под звуки этого шобара, на веселушках, пирушках тоже веселил этот шобар. Когда в душу человека или в дом заселялся злой дух, тоже выгоняли с этим шобаром. И в последний путь провожали под звуки вот этого шобара.
меня мать была, сейчас она умерла уже, была собирательницей чувашских народных песен. Я работал сам в фольклорном ансамбле руководителем и сам же исполняю эти чувашские народные песни. Здесь записаны, в этой кассете записаны песни моей матери в моем исполнении под гармошку. Примите вот это, здесь вот тоже, примите вот это. Огромное спасибо и матери. Подарок. нашей памяти. Спасибо. Удачи вам.